Мясо птицы, яйца и овощи – этих продуктов в Коми стали производить больше. Выросли и инвестиции в отрасль. Основные точки роста в Министерстве сельского хозяйства озвучили сразу. Дальше откровенный разговор о проблемах. Неоднократно Анатолий Князев призывал фермеров региона вплотную заняться землей. Готовить поля к посевной уже осенью. План 2000 гектаров в прошлом году выполнить так и не удалось. Сделали мы 1600 гектаров, но я считаю, этого мало. Фактически, чтобы улучшить кормовую базу, мы ежегодно должны поднимать землю предел на 5000 гектаров. Оказывается, у нас на сегодня в республике нет ни одного гусеничного трактора. Есть колесные трактора, но гусеничных тракторов нет. Гусеничный трактор именно удобен для того, чтобы пахать, когда дождливая погода. Это проблема у нас. Частично решить проблему поможет возвращение господдержки на техперевооружение. Региональная казна направит на это больше 30 миллионов рублей. Сохранят и другие субсидии, в том числе на покупку молодняка. Сегодня в Коми нужно заполнить сразу несколько новых ферм. Простаивает 1000 свободных мест для крупного рогатого скота. Животных придется покупать за пределами Коми. Ресурсы наших племенных хозяйств уже на исходе. У нас идет регулярно поставка племенного скота в предприятие Республики Коми. В этом году мы уже продали 30 голов. Поэтому надеемся еще до конца года еще осуществить реализацию. Молодняк пользуется большим спросом. Тяжелым прошлый год выдался для оленеводов Коми. Северные субпродукты, печень и почки санитарные врачи продавать запретили. В продуктах нашли тяжелые металлы. Нелегкие времена настают и для тех, кто занимается выращиванием свиней. Ситуация по африканской чуме в стране ухудшается. А потому за такими хозяйствами контролирующие органы сегодня следят особенно тщательно. Объекты посещаем довольно часто, и нарушений, к сожалению, очень много. То есть это такие распространенные, как нарушение общих принципов обеспечения биологической защиты, отсутствие дисбарьеров и так далее, корма, не прошедшие термическую обработку. И в реализации то же самое, продукция сомнительного происхождения. По новым правилам в этом году придется вести разговор и с федеральным центром. Раньше строительство новых ферм Москва поддерживала еще на этапе возведения. Так, крупное хозяйство в Прилузском районе, единственное в Коми, получило 43 миллиона рублей. С 2017 года центр будет направлять средства только тем, кто уже достроил объекты. Ольга Коняева, Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.